История, язык, культура, менталитет. Мнение экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность. Добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Арсений Ермолович. 8 марта – праздник весны, праздник цветов, праздник женщин. У подавляющего большинства людей на постсоветском пространстве именно такой ассоциативный ряд. Часто 8 марта ставят в связке с 23 февраля, мол, первое для девочек, второе для мальчиков. Но надо помнить, что этот день появился не как праздник, а когда-то напоминание о борьбе за права, которая происходила 100 лет назад и которая продолжается сегодня. Это день солидарности тех, кого лишили прав и кто хочет их вернуть. Для разговора об истории даты и ее связи с белорусской идентичностью мы нашли эксперта. Наш собеседник сегодня Светлана Гатальская, социальная предпринимательница, соосновательница первого в Беларуси магазина без упаковки Zero.by. Идентичность. Светлана, расскажите о Международном женском дне. Как он вообще появился и зачем? На самом деле, Международный женский день никогда не назывался Международным женским днем. И началось все с 19 века, в США и из России. В США и в России в то время проводилось очень много забастовок, потому что было множество проблем. И можно говорить, что начался своеобразный сдвиг в плане равноправия, недискриминации. То есть появились сдвиги в области расового угнетения, сословного строения общества. Можно сказать о том, что на тот момент была очень низкая заработная плата, отсутствие надлежащих условий, отсутствие права голоса у женщин, невозможность занимать руководящие должности. Ну и, конечно, все это привело к тому, что в какой-то момент женщины начали бороться за свои права. И в начале 19 века в США проводилось очень большое количество забастовок по этому поводу. И в 1910 году социалистки и феминистки провели женский день по всей стране на тот момент. То есть они назвали это женским днем, но это пока что было такое предтеча 8 марта на самом деле. А позднее в этом же году представительницы США поехали в Копенгаген на международную конференцию, где они встретились с Кларой Цеткин. И для Клары Цеткин это как раз-таки было такое начало движения, она влилась в эту повестку социалисток и феминисток из США. И она вдохновилась действиями американских сестер, если можно так сказать, и на пару с Розой Люксембург предложила поставить на конференции вопрос о том, чтобы женщины во всем мире определили какой-то день, когда они будут привлекать общественное внимание к своим требованиям, и к женской проблематике. После принятия решения очень многие организации начали отмечать этот праздник в разные года, в зависимости от страны. И на самом деле не было тогда какого-то определенного дня, это были разные даты абсолютно в каждой стране. Но, тем не менее, кто-то 3 марта праздновал, кто-то 8. И выбор дат был совершенно произвольным, и никакого тут официального решения об общей повестке не звучало на тот момент. А уже в 1917 году, 8 марта, опять-таки, в России отметили женский день. В этот день в Петербурге в здании Калашниковской хлебной биржи собрался народ для обсуждения вопросов, связанных с правами женщин. И бастующие рабочие, простые женщины просто вышли на улицы. Так началась такая очень большая забастовка. И таким образом было положено начало и февральской революции, которая зародилась именно 8 марта из-за расхождений между юлианским и григорианским календарями. Поэтому, собственно говоря, в 1921 году Советский Союз официально утвердил 8 марта женским днем в память о той самой демонстрации, а не о празднике весны. Совпавший по дате с одним из важнейших переломных моментов в истории России праздник, как традиция, укрепился в Советском Союзе в итоге. Но, как мы знаем, акценты немножко сменились, не немножко, а совсем. И поэтому сейчас 8 марта считается женским днем, праздником весны, красоты, тюльпанов. И, конечно же, все забыли о том, как на самом деле было положено начало этому самому празднику. А как вы думаете, почему так произошло? Почему в сознании большинства этот утерялся правозащитный нюанс? На самом деле это был, если можно так сказать, это был такой политический момент, потому что, некоторые авторы считают, что виной тому была вообще последовательная политика Советского Союза в отношении женской повестки. Например, в 30-е годы были упразднены необходимые женотделы, которые занимались агитацией, работой с женской повесткой, борьбой за права женщин в том числе. Женщины лишились определенного социального лифта и, на самом деле, так и не достигли в итоге вершин в равноправии после этих забастовок. И последующие женские организации, на самом деле, как и некоторые сейчас, имеют такой номинальный характер. И это зародилось как раз-таки тогда. И постепенно эта революционная тематика, она исчезла даже с открыток, акценты сменились на тюльпаны, весну, улыбающихся женщин. Мне кажется, что на самом деле это тоже такой своеобразный, у нас есть 23 февраля,
есть 8 марта, и это тоже такой дуализм определенный, да, там один день для мальчиков, другой день для девочек, мальчикам голубенькое, девочкам розовое, мальчики налево, девочки направо. Это тоже такой дуализм в обществе, который искусственно поддерживается, да, и создается в разных повестках абсолютно. Это не только касается праздников там и цвета одежки, когда младенец рождается. Как сегодня в Беларуси обстоит ситуация с правами женщин? Какие пункты хромают больше остальных? И можно ли какое-то провести сравнение с нашими странами-соседями? Ну, на самом деле, да, конечно, у нас абсолютно разные соседи с двух сторон, а мы такие посерединке, и посерединке даже в плане, да, какого-то развития женской повестки и женских прав. Я думаю, что такие пункты, которые мне сразу в голову приходят, самые первые, конечно, очень большая проблема на данный момент — это проблема домашнего насилия, которая, к сожалению, очень тяжело решаемая, потому что это очень сложный комплексный вопрос, который затрагивает очень много разных сфер жизни людей, и министерство в итоге тоже очень много задействовано, да, и, к сожалению, по статистике, которая была проведена в 2018 году Фондом населения, каждая третья женщина за свою жизнь сталкивается с домашним насилием, то есть это не только физическое, да, обычно говорят домашнее насилие, это вот значит бьют ее. На самом деле обычно это комплексная проблема, это и физическое насилие, и сексуальное, и психологическое, и эмоциональное, и финансовое, да, то есть и когда я говорю финансовое, тоже очень много раз говорят, это что, это я и шубу не купил, это я уже финансовый насильник, как бы нет, это не о том, когда ты шубу не купил, это о том, когда, например, женщина работает парикмахеркой дома, ее мужчина — это реальная история. Ее гражданский муж систематически выбрасывает все ее инструменты, таким образом лишая ее возможности зарабатывать деньги. И это называется финансовым насилием, да, когда у человека лишают возможность самостоятельно зарабатывать себе на труд. Поэтому домашнее насилие сейчас — это такая очень большая проблема, и, к сожалению, нет пока никакого комплексного закона, который решал бы проблемы. Да. Есть отдельные статьи в разных абсолютно законах, но, к сожалению, это нужно все собрать воедино, потому что слишком разрозненно сейчас все меры, да, профилактические и меры уже по итогу того, что произошло, да, потому что нужно собрать картинку воедино, чтобы понять, что привело, почему, как можно было этого избежать, как более комплексно помочь женщине. Если у нее дети, добавляются еще дополнительные проблемы. Поэтому мы не работаем там с агрессорами, например, да, мы никак не помогаем мужчинам, которые не могут по-другому, либо не умеют решать какие-то домашние трудности, либо свои собственные. Поэтому, да, на данный момент это очень большая проблема, и, конечно, законодательства очень не хватает. И вторая, наверное, такая проблема, которая мне видится важной, это, конечно же, наличие запрещенного списка профессий, в котором на данный момент 181 профессия, и он был уменьшен в 2014 году, и до этого в нем было более 250 профессий. Почему это большая проблема? Потому что на самом деле из-за того, что в женщине видят в первую очередь репродуктивный объект, который должен рожать там тех самых солдат, защитников Отечества, да, и в принципе граждан страны, к сожалению, мы имеем ситуацию, когда о здоровье женщин очень сильно заботятся, да, как бы не позволяют им работать в шахте, там мы не можем быть водолазками, да, я не могу работать машинисткой в метро, потому что есть определенные вибрации, которые могут повредить моей репродуктивной системе, но в итоге это такая забота, которая почему-то проявляется к женщинам. Я уже не говорю о том, что у меня не спрашивают, хочу ли я вообще рожать детей. Есть ли у меня такая возможность, да, вдруг у меня ее нет, да, об этих женщинах никто не думает, у которых, может быть, нет такой возможности, да, но мы еще не заботимся о здоровье мужчин, которые вообще-то тоже участвуют в создании новых людей, да, как бы их репродуктивное здоровье почему-то не ставится каким-то очень важным пунктом, и об их здоровье и жизни никто не думает, хотя очень многие работы, которые запрещены для женщин. Я помню такую очень интересную формулировку прочла. Если рабочее место будет должным образом оборудовано, там убран там определенный шум, да, и там профилактические работы будут проведены, тогда женщин можно будет допустить к этой работе, да, там в определенных пунктах есть послабление. Но тогда у меня вопрос, почему мы тогда заставляем наших мужчин работать в ужасных условиях, которые портят их здоровье, очень часто отнимают жизни, и мы не думаем об этом, но очень заботимся
заботимся о репродуктивном здоровье женщин, с другой стороны. И тут уже, да, мы говорим о дискриминации мужчин в том числе. По поводу этих двух пунктов закона о домашнем насилии и запрещенной профессии, как вы думаете, вообще в будущем этот закон примут ли и ограничения по профессиям снимут ли, и насколько обозримо это будущее и с чем бы это было связано? Конечно же, я очень надеюсь, что в очень скором времени ситуация поменяется. И да, и закон будет принят, потому что, конечно, мне очень страшно жить в стране, где люди говорят, что бить детей, бить жен там за то, что она сварила невкусный борщ, это нормально. И, конечно же, да, мне хотелось бы, чтобы список профессий также был редуцирован, потому что это, конечно же, даст, опять-таки, да, мы теряем рабочую силу. Наша страна теряет рабочую силу. Женщины могут работать, но почему-то, к сожалению, им не дают этого делать. Я думаю, что понимаете, очень большая работа должна быть проделана для того, чтобы переменить корни того, почему появилась проблема домашнего насилия в принципе и почему появился список запрещенных профессий. На самом деле это очень глубокие корни дискриминации и вот этого разделения, да, и видения определенной роли мужчин и женщины в обществе. И когда звучала критика в сторону законопроекта, очень много говорили про традиционную семью, о том, что мы разрушим там священные узы славянской семьи, влезем в нее, да, там испортим. Но что же это за семья такая, и что же за традиции тогда, хочу я спросить, если мы говорим о том, что бить людей у себя дома, в месте, где нам должно быть хорошо, комфортно, где нас должны любить, куда нам не должно быть страшно приходить. Тогда у меня вопросы к этой традиционной славянской семье. И мне бы хотелось, чтобы семьей называлось другое место, да, и чтобы не оправдывали насилие такими хорошими, по моему взгляду, словами. К сожалению, мне кажется, что должна быть проведена очень большая работа как раз-таки вот с этим стереотипным восприятием, да, что там место женщины на кухне, она должна рожать детей, а вот мужчина, он должен там работать в шахте. И, к сожалению, я могу сказать, что я не думаю, что очень скоро будет отменен список этих профессий. И, конечно же, я очень надеюсь, что в следующем году у нас получится опять вынести законопроект на обсуждение, но очень много есть противоположных мнений в обществе, ведется очень большая, к сожалению, агитационная работа, да, где подменяются понятия, где говорится о том, что этот закон, это там, не знаю, врата, которые откроют двери Запада и нахлынут ЛГБТК-люди в нашу страну, и да, и все женщины сразу станут мужеподобными и пойдут работать в шахты, и, к сожалению, очень коверкается сама суть того, для чего этот законопроект был разработан. Разработан он был для того, чтобы защитить людей и не доводить до ситуации, когда люди умирают. На самом деле в 2018 году за первое полугодие от домашнего насилия по статистике, которая, к сожалению, не полна, потому что, да, у нас опять-таки только 2/3 женщин обращается за помощью в ситуации домашнего насилия. В 2018 году за первое полугодие от домашнего насилия погибло 48 человек. В 2019 году по статистике уже 55. То есть ситуация ухудшается, и на самом деле я очень надеюсь, что все-таки, да, несмотря на то, что есть такое очень сильное традиционное лобби, люди все-таки поймут, что в первую очередь важно защитить жизни и здоровье людей, и не только женщин, но и детей, которые, конечно же, тоже страдают от насилия, и помочь мужчинам, которые не умеют либо не могут по-другому решать свои трудности, выйти из этого круга замкнутого и как-то начать по-другому жить и, возможно, избавиться, да, от этой пагубной привычки, если можно так сказать. Расскажите немного об инициативной группе «Маршируй, детка». Ну, инициатива «Маршируй, детка» появилась, я прям точно помню дату, 5 октября 2018 года. Появилась она после того, как, к сожалению, президентом страны была раскритикована концепция законопроекта. Да, она была названа западной, было сказано, что у нас нет таких проблем, и что мы будем защищать славянские традиционные семьи, не волнуйтесь, все будет хорошо. И да, на самом деле, я на тот момент была знакома уже с проблематикой домашнего насилия, никогда не работала с этой темой, но была знакома с женщинами, которые пережили домашнее насилие. У меня много подруг в Владиславе, то есть я была знакома с этой проблематикой. И когда я узнала, что Министерство внутренних дел начало разработку такого законопроекта, я просто ждала, когда закон появится. То есть для меня было абсолютно понятно, зачем он нужен, почему нужен. Я видела статистику, да, что каждая 3-я женщина страдает в Беларуси от домашнего насилия, и нет никаких, к сожалению, там, комплексных мер, чтобы предотвратить это. И для меня это было шоком,
да, когда я услышала, что это западная ерунда, да, и что этот закон не нужен в нашей стране, у нас нет такой проблемы, я, конечно же, была в шоке. И, наверное, на этой волне какой-то такой злости на ситуацию мы списались с моей тогда еще просто знакомой Мариной Корж и не придумывали велосипед. Это было поздно ночью, с 5 на 6. И я просто создала закрытую группу в Фейсбуке. Сказала, я не знаю, что делать, надо что-нибудь сделать. Я просто создала закрытую группу в Фейсбуке, назвала ее «Маршируй, детка». И к утру в этой группе было уже 1500 человек. И к следующему вечеру уже 2000 человек. И мы с Мариной поняли, что нужно что-то делать. И в итоге мы экстренно 9 числа собрали такую офлайн встречу, куда пригласили всех людей, которые тоже считают, что как бы эта проблема существует и что решение по заморозке законопроекта было неправильным. И очень долго все вместе обсуждали возможные варианты и составили огромный список. В итоге у нас получилось 12 рабочих групп, и некоторые группы до сих пор работают. Мы тогда еще начали сбор под петицией. На данный момент офлайн и онлайн мы собрали около 6000 голосов и начали сбор коллективный от организаций. То есть сейчас мы собираем еще от организаций подписи. Ну да, наверное, из такого медийного проекта, потому что основной задачей нашей на тот момент было поддержание темы в топе новостей, да, чтобы эта тема не скатилась, не уплыла и про нее не забыли. И мне кажется, что на протяжении 2 лет мы отлично справляемся с этим, и до сих пор тема домашнего насилия звучит. Мы проводим различные акции, перформансы, провели флешмоб «1 миллиард по усталых», который проводится по всему миру. Да, это танец против насилия, определенный танец, который танцуют женщины по всему миру. И провели его в этом году впервые. То есть 5 лет проводился этот флешмоб в Беларуси, и впервые у нас получилось провести его в общественном публичном месте. Это было в ТЦ «Столица». Было очень здорово. К нам присоединилась посол Австрии, танцевала вместе с нами. Это, конечно, очень здорово, когда ты чувствуешь поддержку от людей, да, из посольства, из международного сообщества. Вот. Но на данный момент мы поняли, что надо немножко уходить от, наверное, такой промоуции, да, от рекламы, от медийных каких-то проектов и больше ходить уже в такое поле людей, которые имеют возможность принимать решения. И получилось в прошлом году у нас встретиться с министром иностранных дел Владимиром Владимировичем Макеем, обсудить вопрос домашнего насилия. Был очень интересный разговор, он поддержал наши предложения, которые мы вынесли, мы договорились о дальнейшем сотрудничестве, и в итоге сейчас мы уже хотим работать больше с депутатами Палаты представителей Совета Республики. У нас уже есть план, каким образом, да, мы будем ходить к ним в гости и знакомиться. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы появилась рабочая группа в парламенте по вопросам домашнего насилия и по вопросам разработки или возвращения к разработке или доработке концепции законопроекта. Поэтому, да, мы, наверное, ушли от такой как-то новостной, да, вот такой более перформансной деятельности. Сейчас уже ходим в такую адвокацию, для нас это тоже такое новое поле. Но, конечно же, как нам кажется, нужно по такому вопросу работать именно с людьми, которые могут принимать решения, либо повлиять на принятие решений, потому что, к сожалению, без политической воли нам тяжело будет добиться того, чтобы закон появился. На ваш взгляд, белорусская культура патриархальная, в принципе? Если да, то может ли она меняться? А если меняется, то в какую сторону? И не становится ли белорусская культура от этого менее белорусской? На самом деле, когда мы говорим о культуре, нужно помнить, что культура, как и язык, да, она должна культивироваться. А на данный момент, к сожалению, я могу сказать, что белорусская культура патриархальна. Хотя, да, женщины могут учиться, да, там можно даже трамвай водить, да, как бы часто говорят, что вам еще надо, да, как бы можете учиться, можете работать, можете выйти замуж, можете не выйти, да, как бы в чем проблема, все уже добились, да, но на самом деле, к сожалению, есть очень большие корни дискриминации, которые до сих пор влияют очень на многие сферы жизни. Мы видим очень много стереотипов в рекламе, песнях, кино. Мы до сих пор, там, женщины не могут работать на определенных профессиях, да, как бы до сих пор мы там в первую очередь мать, а потом человек, да, и мне кажется, что чем больше мы будем думать о том, что таким образом мы ограничиваем своих детей в каких-то проявлениях себя, там, да, если я хочу быть кузнецом, да, то мне нужно будет преодолеть очень много барьеров, да, для того, чтобы там вообще представить себе эту возможность того, что я могу быть кузнецом, да, или, например, пока что я не могу представить президентом страны женщину, да, и когда
там Александр Григорьевич называл там, да, Татьяну Короткевич «человек в юбке», мы понимаем, что под этим подразумевается, да, и как бы, и когда он говорит, что общество не готово, общество думает, да, наверное, я не готова. То есть мы видим очень много и прямых, и косвенных, да, и таких и вроде бы и не обидных, но стереотипов и табуированности в том, как мы можем себя проявлять и кем мы можем быть. И мне кажется, что со временем, конечно же, все поменяется, да, ничего не стоит на месте, времена меняются, да, там, моя мама когда-то не могла там представить, что она, не знаю, может быть там министром, да, например, как бы и до сих пор не верит, да, я уже могу. И культура культивируется. Чем больше мы будем говорить и делать, да, и употреблять феминитивов, тем больше появится, да, рамка расширяется, культура расширяется, наше восприятие расширяется. Поэтому, когда я думаю о том, станет ли наша культура менее белорусской, если она будет менее патриархальной, мне бы очень хотелось, чтобы, когда я говорила «Беларусь», у меня не возникали перед глазами там рекламы, которые, например, вот, да, очень яркий пример, там были такие билборды по всему городу, которые культивировали, да, и пропагандировали использовать белорусский язык, да, размовлять народной мове. И там был плакат с мужчиной, где его там первое слово было «поспех», успех, и он стоял в костюме такой деловой, и рядом был плакат с женщиной, и ее первое слово было «каханье». И я не хочу, чтобы, когда я думаю про Беларусь, у меня возникало вот это вот каханье и поспех с определенными лицами, да. Поэтому, когда я думаю, что для меня быть белорусской, у меня очень много разных идентичностей на самом деле. И когда мне задают вопрос, как вас представить, для меня это всегда немножко шок, потому что я и гражданская активистка, я и социальная предпринимательница, я и феминистка, я и провожу тренинги по усилению роли женщин и рассказываю про то, почему не нужно покупать пакетики пластиковые, да. Поэтому белорусская — это просто часть моей идентичности. И несмотря на то, что я совсем не выгляжу как белорусская, когда у меня спрашивают, откуда ты приехала, наверное, из Греции, я говорю, да нет, я белоруска. Для меня это, да, для меня это не про внешность и даже не про язык, который я использую, хотя это тоже очень важно. Это скорее про то, какой я хочу видеть свою страну. Для меня это про будущее. И когда я думаю белоруска, я в будущем разговариваю на белорусской мове, и усе вокруг размовляют так само. И мой ребенок не покупает куклу, да, там, например, или там мой сын покупает себе куклу, и никто не смотрит на него косо и на меня, да, в магазине. Да, я не думаю над тем, отдавать мне ребенка в школу, да, как бы, потому что я знаю точно, что там наверняка ему будет некомфортно, там, например. Вот, поэтому для меня, да, быть белорусской — это про будущее, которое в том числе я как гражданская активистка делаю. Светлана, большое спасибо за беседу. Спасибо вам. Идентичность. Сегодня мы поговорили с гражданской активисткой и социальной предпринимательницей, с основательницей первого в Беларуси магазина без упаковки Zero Buy Светланой Гатальской. Эту передачу и полное интервью можно найти на YouTube-канале «Культурная панорама. Радио Беларусь». С вами был Арсений Ермолович. До встречи через неделю. Идентичность.